Сегодня тот день, когда каждое сердце моего народа становится одним большим сердцем. И это сердце чувствует боль, разочарование, жажду справедливости. Справедливости, которой нет, потому что сегодня в циничном современном мире деньги решают все. А духовность, моральность, человечность отодвинуты на такой задний план, что становятся практически неощутимы и незаметны. Нам больно. И как бы многие этого не хотели, мы никогда не забудем этот страшный, ужасный геноцид армянского народа, а вместе с ним и греческого, ассирийского, езидского народов. В каждой семье, в каждом сердце и в каждой душе моего народа. С детства помню историю моей бабушки, которая мне говорила о своей матери, маленькой девочке, 9-летней девочке по имени Югабет. В тот день турки ворвались в село. Услышав шум, мать успела спрятать свою дочь в сундуке. И оттуда, из замочной скважины, маленькая Югабет увидела, как на глазах ее матери убили ее 21-летнего брата, а затем убили и мать. Из всей деревни выжила только моя прабабушка и еще одна соседка, которая позже помогла ей бежать в Грузию. Откуда и начнется потом наш род. И я уверена, что такая история есть у многих из нас. Несколько лет назад один греческий композитор и поэт посвятил песню геноциду понтийских греков, киприотов и армян. Он мог бы посвятить эту песню только своему народу. Но он всю третью часть этой песни посвятил моему народу. Причем затронул не только геноцид армян, но и все наши страдания в Арцахе. Я попыталась сделать перевод армянской части этой песни, и чуть позже вы ее услышите. Я не знаю, насколько долго мне позволит YouTube продержать это видео на канале, потому что там есть авторские права. Но под видео я размещу ссылку на эту песню. И, дорогие мои армяне, у меня к вам очень большая просьба. Перейдите по ссылке. Напишите слова благодарности этому человеку, который с такой тонкостью душевной боли обратился к нашему народу, к боли нашего народа, к горю нашего народа. Напишите ему слова благодарности, неважно на каком языке. Сейчас в YouTube существует переводчик, и он сможет это перевести и прочитать. А наших недоброжелателей я прошу, не идите туда. Вас не поймут. Весь негатив, который вы там оставите, будет расценен против вас. Оставьте эту болезненную и сложную тему для нас, для армян. Это наше горе, наша боль. Вы к этому не имеете никакого отношения. Μια ζωή καινούρια. Αρμένισσα δεσμευτή, λουλούδι του Καυκάσου, τη λευτεριά σου στερήσαν, σταυρός και Γόλγοθά σου. Να αρνηθείς την πίστη σου και του Θεού τη χάρη, σαν αγκάσαν οι βαρβάροι, αιμοδιψείς τατάροι. Βίασαν μάνες κι αδερφές, σκοτώσαν παλικάρια, στου Ναγκόρνο τα βούνα, ματώσαν τα λιοντάρια. Και στο χαρέμι του Πασά σε έστειλαν για δούλα, να λησμονήσεις στο Γερεβάν 10χρονη παιδούλα. Μα όσο κι αν προσπάθησαν με νύχια και με δόντια, το πνεύμα το αρμένικο θα ζει ζωή αιώνια. Κι ο λεύθρος γέννησε ζωή, κι ο διωγμός τη μνήμη. Φλόγα που καίει την ψυχή και αν φύγει ποτέ
σβήνει. Πόντος, Κύπρος, Αρμενία, Σμύρνη μου, Καπαδοκία, στην